Вы придерживаетесь нравственных качеств того, кому был ниспослан Коран. Да благословит его Аллах и приветствует. Вы не обращайте внимания на тех, кто отклонился и отвернулся и считает общество неверным, потому что общество празднует день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они недоумевают и спрашивают друг друга: кто празднует день рождения пророка? Мы же не празднуем день рождения пророка. О нет! Они даже считают верующих неверными и разрушают кровь мусульман. Один ученый из них даже дал фетву. Он сказал: та жертва, которая заколота при чтении Маулида, запретна перед Аллахом больше, чем свинья. Другой ученый из них сказал: это я вам показал в книгах в прошлом году. Он сказал про вас, про мусульман, которые находятся на земле и празднующие день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: эти люди подобны евреям. Смотрите на эту книгу. Это самый большой позор для них по этому вопросу. Автором этой книги является основатель их движения. Это не пустой разговор. Он является автором этой книги и основателем этого движения. Послушайте, что он говорит в книге, которая называется «Муаллафат». В 6-м томе, на странице 227. Послушайте, что он говорит, обращая свою речь к шейху того времени, который читал Маулид и праздновал день рождения пророка. Он опасался его и отправил к нему гонца, чтобы поругать его. Послушайте, что он сказал ему. Люди знают, что ты бываешь на Маулидах, что ты присутствуешь на них, когда они читают Маулид, и то, что ты принимаешь пищу, приготовленную для Маулида. Ты же знаешь, что это неверие. Он говорит: неверие? Так почему ты ходишь к ним и участвуешь вместе с ними в неверии? Это позор. Это их имам говорит. Говорит про тех, кто читает Маулид пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и про тех, кто присутствует в чтении Маулида, и про тех, кто ест еду, приготовленную для Маулида, а он говорит, что это неверие. Вы знаете смысл слова «неверие»? Это означает выйти из религии и позволение крови мусульман. Смотрите на противоборствующую сторону. Как Харрани опровергает их домыслы. Эта книга называется «Иктидау ас-сиратуль мустаким», напечатана в известной типографии Даруль Маарифа в Лубнане. На странице 297 смотрите, что он говорит. Для тех, кто празднует день рождения пророка, как это делают некоторые люди, для них уготовлена великая награда. Этим он имеет в виду возвеличение пророка. Этот их предводитель представляет нам празднование чтения Маулида и говорит, что для них уготовлена великая награда. Их второй предводитель считает тех, кто празднует день рождения пророка, неверными. Предводитель их считает неверными. Нет силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха. Вы не обращайте внимания на тех, кто считает мусульман неверными, и на тех, кто считает дозволенными кровь мусульман из-за того, что они празднуют день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Из чего состоит Маулид? Чтение Корана, упоминание Аллаха и чтение салавата пророку, восхваление посланника Аллаха, религиозных проповедей, стремление аскетически настроенных людей. И что же в этом плохого? Все это из-за добрых побуждений. Аллах тоже говорит: творите добро, быть может, вы преуспеете. Творите добро, быть может, вы преуспеете. Дорогие мои друзья, обучайте своих детей к празднованию дня рождения пророка.
торжественно радуясь при чтении Маулида посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Обучайте своих детей, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, целиком является благословенным, и что берут его как посредника при жизни и после смерти, и у него, и его наследий, и у священной могилы его берут благословения. Во время правления Абу Бакра в войсках у сподвижников был девиз «О Мухаммад». Об этом рассказали в своих книгах Ибн Касир и Ат-Табари в книге Ат-Тарих и Ибн Аль-Асир в книге Аль-Камил фит Тарих. Это было во время пророка или после него? Мы же говорим во время правления Абу Бакра, после смерти пророка или при жизни пророка, после смерти пророка. В местности Ямати это было близко к пророку или далеко от него? Далеко от него на 1000 километров. Ямат находится далеко от Медины на 1000 километров. Было ли это в трудное время или в благополучии? Это было в сражении на войне. И что же было их девизом? «О Мухаммад». А разве Абу Бакр обвинил их в неверии? А разве Умар обвинил их в неверии? Обвинил ли их Усман в неверии? Обвинил ли их в неверии Али? Если они обвиняют в неверии тех, кто берет в качестве посредника пророка и берут у него благословение, тогда как они могут утверждать, что они взяли Коран и изречения пророка, которые пришли к нам через его сподвижников, а их девизом был «О Мухаммад». Если они их считают неверными, то как они будут рассказывать от них? Так что же это за противоречие? Что же это за несовместимость и разногласие? В таком случае обучайте своих детей, что посредничество пророком не является сотовариществом, и что искать благословения с пророком не является сотовариществом, и что празднование дня рождения пророка не является сотовариществом. Наоборот, обучайте своих детей чтению Маулида, и пусть берут они его в качестве посредника. Научите их брать у него благословение и просить помощи возле могилы посланника и его наследий, волос и одежды и так далее. Да благословит его Аллах и приветствует.